В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Президент Российской академии наук посетил Полярную геокосмофизическую обсерваторию в Тикси. Истек мораторий на поверку счетчиков. Что делать якутянам, чтобы не нажить штрафы и не стать жертвой мошенников? Весеннее равноденствие встретят сегодня во всем мире. Продолжительность дня и ночи сравняется. Президент Российской академии наук Александр Сергеев посетил Тикси. Там он провел встречу с главой Булунского района Игорем Кудряшовым. Посетил Полярную геокосмофизическую обсерваторию, станции ракетного зондирования атмосферы, ветродизельный комплекс, новую дизельную электростанцию 3000 с накопителем в составе ветродизельного комплекса. Далее Александр Сергеев принял участие в круглом столе «Климатический испытательный полигон в Арктике и развитие альтернативной энергетики». Участники круглого стола обсудили развитие Булунского района по многим направлениям экономики, обусловленного фундаментальными научными разработками. Вот мы сегодня были в ветроэнергетическом комплексе, и наш сотрудник Дмитрий Прохоров 2 года проходил стажировку в Японии. Он в курсе, какие идут разработки, какие успехи. И я думаю, что это опять же говорит о том, что вот связь науки и производства должна усиливаться. Второе направление в отделе связано с применением также гидроэнергии, но здесь специфика вот нашего отдела заключается в том, чтобы выбрать, какие оптимальные участки и какие параметры должны быть подготовлены для будущих малых или микрогидроэлектростанций. Одно из таких перспективных направлений мы считаем, что разработка гидроагрегатов. Вы знаете, очень много рек, речушек, которые имеют свою энергию, которую надо получать уже в виде конкретной энергии, которая нужна для производства или для населения. Изменение системы оплаты труда молодым учителям обсудили на встрече педагоги Нюрбинского улуса с депутатом Государственной Думы Галиной Данчиковой. В федеральном законодательстве предлагается ввести единый оклад молодым педагогам в возрасте до 35 лет в размере 1,5–2 МРОТ по России. Педагоги из Нюрбы также предлагают выделить штатную единицу медработников в детских и школьных образовательных учреждениях. В данное время их функционал частично возложен на инструкторов по гигиене. Отметим, что в Нюрбинском улусе работают 47 детских садов. Впервые в республике запущен пилотный проект «Муниципальный и поселенческий материнский капитал» в размере 100 и 25 тысяч рублей на рождение 4-го ребенка. В прошлом году сертификаты получили более 70 семей. По распоряжению главы района у нас действует ряд муниципальных мер по социальной поддержке населения. В республике у нас первый пилотный проект «Муниципальный материнский капитал». У нас реализуется материнский капитал в размере 100 тысяч рублей. Мы выдаем семьям, матерям, которые родили 4 и более детей. К другим темам. 28 случаев коронавирусной инфекции выявили в Якутии за последние сутки. На Якутск приходится 18 случаев. По 2 заболевших обнаружили в Мирнинском, Нерюнгринском и Чурапчинском районах. По одному инфицированному зарегистрировали в Алайховском, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском и Усть-Алданском районах. За сутки лаборатории республики провели 1719 исследований. Вопросы социального и промышленного развития, а также проблемы здравоохранения обсудили в Нерюнгри на встрече с министром здравоохранения республики Еленой Борисовой. Подробности в сюжете наших коллег. Третий год Елена Афраимовна является куратором Нерюнгринского района.
Министр посетила объекты здравоохранения, в том числе и детскую поликлинику, в которой за последние 2 года произошли заметные изменения. В рамках дорожной карты до 2024 года намечены планы по улучшению условий в медицинских учреждениях поселков Чульман, Золотинка и села Иенгра. Также планируется большая работа по привлечению кадров. Ну и главная большая задача, вот мы ее тоже, кстати, обсуждали, и сейчас будем дальше обсуждать, это кадровое привлечение и закрепление кадров в Нерингре медицинского персонала. Потому что можно отремонтировать стены, можно запустить красивое, очень важное для жителей оборудование, как в прошлом году МРТ, ангиограф. Но если на этом не будет кому работать, то это будет все бесполезно, наверное, не будет приносить тот результат, который мы сегодня хотим увидеть в Нерингре. После обеда Елена Афраимовна уже как представитель правительства Республики Саха-Якутия посетила торжественное мероприятие ко Дню работника жилищно-коммунального хозяйства. Здесь наградили самых достойных представителей этой сферы. Я люблю работу, мне уже 61 год, но я не собираюсь уходить. Я буду еще работать. Жильцы меня благодарят, я с жильцами в ладах. Все жильцы меня знают, кто живет долго в моих домах. Я уже вот на тех домах, на которых я сейчас работаю, я работаю уже больше 15 лет. Визит министра здравоохранения получился насыщенным и разносторонним. В целом Елена Борисова осталась довольна положительными изменениями в медицинских учреждениях. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Сергей Козюра, Нерингри. Снят мораторий на неисправные газовые счетчики. Напомню, с 1 января текущего года истек срок действия моратория на ограничение поставки газа и прием показаний. Поэтому работники газовой службы призывают владельцев бытовых счетчиков с вышедшим сроком поверки озаботиться заменой приборов. Согласно закону, счетчик без поверки считается неисправным. В этом случае объем потребления рассчитывается не по объему расхода, а по нормативу. Таким образом, затраты потребителя могут вырасти. Отмечу, что в республике всего установлено 84 тысячи газовых счетчиков, в столице 29 тысяч приборов. Срок поверки отсчитывается с момента выпуска производителем, не с момента покупки или установки у вас дома. Это нужно обязательно учитывать. Чтобы проверить, истек ли срок поверки, нужно изучить паспорт счетчика, либо осмотреть нанесенный производителем оттиск на самом приборе, а затем в сети интернет посмотреть интервал поверки вашей модели. Этот интервал для разных моделей составляет примерно от 8 до 12 лет. Если паспорт счетчика утерян, либо оттиск на приборе не читается, либо показания счетчика не передавались более 3 месяцев подряд, необходимо подать заявку в службу «Единое окно». Кровли 2 жилых домов восстановили в Мирном. Местному ЖКХ понадобилось полгода на замену покрытия. Как известно, рабочие оставили крыши недоделанными в 40-градусный мороз этой зимой на Ленинградском проспекте. Ситуация обеспокоила жителей. В некоторых квартирах снизилась температура и происходил сбой в интернет-соединении. Работы по республиканской программе вел фонд капитального ремонта. Сроки сдачи несколько раз переносили. Сейчас, середина марта, на крыше жилого дома уложена бордовая металлочерепица. Такая же появилась и на двухэтажке по улице 40 лет октября. По словам коммунальщиков, ремонт специально запланировали на холода, чтобы не мешали дожди и ветер. В Якутске ограничат движение по улице Ильминская с 22 марта. Перекрытие связано с плановыми работами по ремонту газопровода низкого давления на участке от улицы Макаренко до Лонгинова. Автобусные маршруты номер 15, 25 и 41 будут осуществлять движение по улице Винокурова. В семью Латышевых из Хангаласского района пришла беда. У многодетной мамы Александры обнаружили опухоль головного мозга. Ей срочно требуется дорогостоящее лечение за пределами региона. Вот только где, пока неизвестно. Чтобы не терять время, отец семейства Николай уже начал вести переговоры с крупными клиниками и объявил о сборе средств. С родственниками встретилась Виктория Федорова. Только недавно в семье Латышевых царило счастье и идиллия, ведь на свет появился новый член семьи – маленький Кеша. Ничто не предвещало беды, но как гром среди ясного неба врачи поставили Александре страшный диагноз – опухоль левой лобной доли головного мозга глиального ряда. Ночь 3 на 4 я сидел за компьютером, она в 12 ночи встала, покормила ребенка и уснула.
И в 2 ночи у нее неожиданно судороги были, эпилепсия, похоже на эпилепсию. Я вот подбежал к ней и стал вот первую помощь оказывать. Раньше у нее были такие? Раньше у нее таких судорог вообще не было. Александру экстренно госпитализировали в Покровскую городскую больницу. После перевели в Якутск. Сейчас я с Александром, вот, с женой общаюсь каждый день даже не по несколько раз, и видеосвязь, и через телефон. Ну, она сейчас на данный момент себя хорошо чувствует, нормально. Ну, иногда голова болит, головокружение есть. Больше всех по маме скучают дети. Год назад семья взяла на опекунство племянника. И сегодня Александра с Николаем – родители 6. Старшему 14, младший родился всего 3 недели назад. Нам бабушка помогает за присмотром. Старшие ходят в школу, 3 старших, и дочка, и племянник на опекунстве у нас находится, сестры сын, он тоже в саде ходит. Латышевы – пример современной образцовой семьи. Супруги – оба педагоги. Дети – круглые отличники. Их семейное хобби – спорт. Будь то шашки, лыжи, эстафеты. Ни одно городское и районное мероприятие не проходит без их участия. К сожалению, в республике подобную операцию не проводят. Кроме того, после хирургического вмешательства потребуется долгая реабилитация. Сама ничего не помнит. Очутилась, что у нее в трубках лежит. Потом вот они обследование сделали вот на РБ-2 и обнаружили вот такой диагноз. Требуется срочно дорогостоящее лечение. Прошу вас, давайте не останемся равнодушными и поможем молодой многодетной семье побороть коварную болезнь. Родные Александры надеются на помощь и поддержку земляков. Важна любая помощь. Каждый переведенный рубль и каждая уделенная минута. Минуты несутся быстрее. У Александры шанс один. Он последний. Виктория Федорова, Виолетта Засимова, Григорий Хлопков, Якутск, Покровск. День весеннего равноденствия наступает сегодня во всем мире. Это определенное время в году, когда центр Солнца находится на небесном экваторе и когда на всей Земле, кроме полюсов, продолжительность дня и ночи одинакова. С этого дня времена года по полушариям меняются. В южном полушарии Земли наступает астрономическая осень, а в северном – астрономическая весна, которая продолжается до дня летнего солнцестояния. Мы продолжаем следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь с нами, берегите себя.